противостоять арабским армиям и организованным вооруженным формированиям, Ешув никак не мог без реального оружия, которое поставил кто для палестинской войны? Кто поставил? Товарищ Сталин, Красная Армия, из немецких трофеев, через Чехословакию, где, как удачно, в феврале 1948 года к власти приходят уже коммунисты, они, значит, Общий народный фронт либерастов Бениша, Масарика и прочих, значит, чешских националистов, которые показали, как они готовы отстаивать, значит, это. Вообще, надо отметить, надо отмечать непрерывно, людям это не ясно, потому что за нами мифологизация истории послевоенного периода, благодатного советского. Но эти новосозданные национальные государства в Европе, это была большая мерзость. Они все показывали, как омерзителен национализм небольших народов. Фактически империи, они не были тюрьмами народов. Ни Австро-Венгрия, ни Российская империя. Иосиф Виссарионович Сталин писал в 20 году. У меня было много интересных книг в Израиле, которые я покупал в букинистическом магазине. Документы внешней политики Советского Союза 1920-1939. Сталин писал в 20 году. Создание новых национальных государств в Центральной и Восточной Европе не только не разрешило национальные противоречия, но подняло их на невиданный до сих пор уровень и является прелюдией следующей мировой войны. Даже так. Почти дословная цитата. Что значит человек? Четко видел. Чехи обхватили себе территории, сплошь населенной немецкоязычным населением. Они сказали, что это исторические чешские земли. И немцев там гнобили. Не так, чтобы сильно, но гнобили. Закрыто было 3/4-80% немецкоязычных школ. А там на самом деле чехи, которых они мечили, мы знаем эти разговоры. Всюду, когда заходит речь об исторической справедливости, и кто на самом деле кто, хорваты сказали, что сербы это на самом деле оправославленные хорваты. Поэтому они их массами истребляли, заставляя еще во многих случаях перед смертью, значит, принять там это самое публичное католичество. Понимаете, все эти разговоры, это дикие бредовые разговоры. Это была Россия или была Украина. Подход должен быть только один. Люди должны жить там, где они живут, на каком языке говорят, а государство хорошо то, которое обеспечивает личную безопасность, свободы человеку и равноправие людей, на каком бы языке они ни говорили. Это не значит, что как ультимативно марксисты в этом плане были очень правы, но они увлеклись идеями вот этими наций. Это, наверное, наций. А Ленин говорил, если есть в городе один румынский ребенок, его право иметь учиться по-румынски. Ну это слишком. Ну почему бы ему не двинуться там, где живет побольше румынов? Верно, как бы, да? Но государство должно обеспечивать в разумных, опять-таки, рамках. Так как чешские националисты были весьма отвратительны. В лагерях австро-венгерских военнопленных Российской империи поставили чехословацких офицеров, которые страшным образом гнобили австрийских немцев, особенно мадьяр. Они с ними квитались за историческую справедливость. Потому что лично ни одному этому чешскому офицеру на всем протяжении его жизни никто не харкал суп, никто не заставлял есть собственные фекалии и тому подобные приятные шалости, которые творил вот этот самый, значит, чехословацкий корпус знаменитый. Не случайно они с оружием в руках выступили против большевиков. Я просто конкретно описываю воспоминания, значит, из лагеря военнопленных, которые люди прошли в Первую мировую войну. Да, реально вот описание. То есть вот этот миф, там, хорошая Чехословакия, ее схавали, да, но нацисты схавали. И, короче, Бениш, ну, мы помянули Бениша, Масарика. То есть мне их не жалко, что их выкинули к чертовой матери. И действительно, коммунисты пришли к власти в феврале 1948 года. И якобы через Чехословакию мифология сионистская говорит, что как помогал Советский Союз. И он дал окей, и сионистские подпольные организации, там, или всемирные сионистские, купили оружие, Советский Союз дал, значит, добро, да, одобрянс, так. Одобрянс. Вот.
белорусская молодежь знает слово «окей» настолько хорошо, что я уже тоже это самое. Понятно. Ну и в Израиле кругом «окей». Я боюсь, чтобы, значит, мои дети не употребляли это. Но невольно начинаешь употреблять, когда уже я слышу это в Беларуси. Так. Значит, короче, купили оружие в Чехословакии. Да какое купили? Или, например, интересен вопрос с самолетами, да? Можно прочитать в мифологизированной истории сионистской, как разобранные по частям самолеты Авиа-109, это чехословацкий клон Мессершмитта, значит, соответствующего, везли, значит, в разобранном виде, доставляли через Грецию, садились промежуточно в Греции, от них залетели в Италию. Я как-то попытался в интернете разобраться лет где-то 12 назад. Сколько же было этих самолетов? Никак не сходится. Так, и кроме того, когда ты вот летишь из Чехословакии курсом на Палестину, как ты оказываешься в Италии? И только вот эти, да, чехословацкие клоны. Человек, который воевал на Египетском фронте в 1948 году, мне говорил, что самолеты Мессершмитт порвали египетскую армию. Я говорю, это были Мессершмитты или чехословацкий клон. Ну, я как бы историю читал еще тогда, до интернета, там, десятки лет. Говорит, это были немецкие Мессершмитты, так? И от другого человека я слышал, что Мессершмитты летели прямым перелетом. Они летели прямым перелетом, наверное, и с пилотами, скорее всего. Или нет. Так, то есть, о том, значит, по воздуху. Какое по воздуху? Стоят возле Кирьят-Шмона, стояли, не скажу как сейчас, но 15 лет назад еще стояли. Вот такие истребители танков, как в Брестской крепости стоят. Они стоят у шоссе на Кирьят-Шмону, раскрашены в веселенькие всякие такие цвета. Типа такое экологичное украшение. Значит, такие по воздуху не доставляли в то время. Пушки. Истребители танков, самоходки, да. Да. Значит, корабли с Одесского порта, как можно догадаться, они вышли в дорогу, наверное, еще до 15 мая. 15 мая они уже разгружались в Хайском порту. А послано было столько всякого, что не пригодилось, не было танков у арабов. У них были патрульные танчики Рено Первой мировой войны, ну, от Вишельского режима в Сирии. Пару таких. Для них вполне сходили, значит, вот эти самые бутылки с коктейлями Молотова. И все. А этот же, он же жрет горючее, то есть это слон целый. Они так и остались в Хайском порту, а после Палестинской войны, значит, их вот покрасили в красивые цвета, и с тех пор подновляют. И стоят возле Кирьят-Шмоны. Так, то есть это все мифология. Купили самолетом, и какими самолетами. Теперь, значит, была проблема у сионистов, это вооружение, реальное стрелковое вооружение. Не вот эти, значит, трубы, так. И Советский Союз поставил винтовки Маузер, чехословацкого таки производства, немецкая винтовка Маузер. Это было стандартное оружие вермахта, в годы его великих побед, 39-41 год. Отличная винтовка. Ну, это унитарный патрон 9,8, по-моему. Так, то в Израиле получила, значит, меня 7,90. Да, 7,90. Ну, а потом оно даже там не стали. Пулеметы модифицировали под 7,62, пулеметы, которые были, значит, там, разные были. Но в Палестинскую войну были пулеметы, только под них кончилось, значит, это, и их все списали. Но в Палестинскую войну они тоже сыграли одно из решающих. Значит, машины ГВР-34 были завалены этим. То есть просто количество поступило такое, что вот пехотному отделению говорили, кто в состоянии стрелять из пулемета, назначайте вторых номеров, берите в отделение хоть один, хоть два, хоть три пулемета. Немецкий пехотный взвод действовал вокруг этого одного такого пулемета, так? Одного. А тут в отделе берите сколько можете. Как сказал один алкоголик, берите сколько можете унести. Да. Было под ружье, некого было поставить. Не было этих самых ружей. Реально длинноствольное боевое оружие, там в период арабского восстания и действий сионистских формирований доставляли, значит, подпольно в Тель-Авивском порт в 1937-1938 году там в бочках с цементом. Так, подпольно. Ну, сыпучим цементом, так? Вот, сколько могли доставить. И это оружие, с которым бедный маленький Довид вступил в борьбу с арабским Голиафом. На самом деле было поставлено все необходимое для победы. В той войне на будущее не годилось. Это было оружие прошедшей войны.
поставили под ружье в какой-то период, значит, в принципе, аж 110 тысяч человек, но реально 60 тысяч были на линии боевого соприкосновения. 100 тысяч. 110, да. Ну, как бы набирали всех мужчин, в принципе, набрали, но не всех на линию боевого соприкосновения. Палестинский ШУБ поставил, да. И всюду имел численное превосходство над арабскими силами. В основном. Значит, и вот эти самые ружья были поставлены в громадном количестве. Они такие отличные по сей день, именно как охотничьими ружьями находятся. Называется РОВ Чехии, чехословацкое ружье. Почему его не назвали РОВ Руси или РОВ Советии? Или РОВ Германии хотя бы, РОВ Чехии. То есть мифология, мы сделаем отдельный футаж про сионистскую новояз и терминологию, да, значит, это РОВ Чехии. То есть громадное количество вооружения. 15 мая провозглашают сионисты независимость. И первое государство, которое их признает де-юре, это Советский Союз. Сходу, немедленно. Почему? Потому что корабли уже шли с Одесского порта. Было все договорено. Какие бенефиты? Очень просто, да. Британцев заставили покинуть Палестину. Они не хотели оттуда уходить. Но когда начался уже вот эта просто война вооруженная по всей Палестине. А они же были сначала с Израилем, британцы. Британцы поддерживали сионистский проект. Да. Да, но сионисты имели свой интерес. Вот сейчас самое время провести. А по Палестине как они оказались? А кто? Британцы. Британцы получили мандат на Палестину, мы рассказывали. После Первой мировой войны. Это была территория, которую поделили. Англия и Франция, победительницы, поделили Турецкую империю. Британия получила мандат на Ирак и на Трансиорданию, на Палестину. И Египет был под британским влиянием уже даже до Первой мировой войны. Но это была еще формально Турция. Значит, это британское. Французы получили Сирию и Ливан. Они выделили, мы рассказывали, Ливан и Сирию. Был очень интересный момент, когда два этих плацдарма не могли поделить друг друга. И, как я рассказывал в серии про Ливан, да, значит, французы хотели присоединить крупное маронитское поселение на севере Палестины. И для этого направили туда отряды, естественно, значит, не французские, а, значит, якобы вот арабов, которых говорят, знаете, там сионисты бунтуют, надо пойти нам вышибить вот такую-то укрепленную точку. А идея была присоединять крайне южное, но большое маронитское поселение. Они собрали мозаику, да, из разбросанных этих маронитских поселений. Сейчас мы будем проводить параллель. И там, значит, они натолкнулись на сопротивление вот этого, значит, места, которое было сионистским поселением на севере страны. А там возглавлял вооруженный отряд, унтер-офицер российской армии, георгиевский кавалер по имени Йосиф Трумпельдор. Вот, он погиб в этом бою, погибло там 8 человек. Сейчас там на севере Израиля есть город Кирьят-Шмона, в честь 8, город 8. Но это не на том самом месте, то место оно немножко другое. Вот, значит, не могли поделить границы. Французы хотели свою мозаику, англичане хотели провести, значит, свои границы таким образом. Теперь взаимоотношения, да, с патроном. Вспомним армянский проект. Кто начал мутить в середине 19 века в Армении? Франция. Франция начала мутить, но Россия начала еще до этого переселять армян в Восточную Армению. Якобы, которой еще не было вообще. Елисаветпольскую губернию на территории Ереванского ханства. Создавать там крупноармянское население. Среди армян анатолийских в Турции начала мутить Франция. Так. В какой-то момент армяне Российской империи выступают против царских властей. Поддерживают левые движения, то все вступает в определенные терки. Начинается Первая мировая война, армяне создают добровольческие корпуса, которые воюют с российской армией. Их мечта – Великая Армения, что делать с турецким мусульманским населением, которое составляет большинство по-любому в Западной Армении, Анатолийской, да, как бы реальной, где жила большая кучность армян, но все равно было больше мусульман. Что с ними делать? Понятно, что делать. Вот. Потом, значит, дашнаки поддерживают установление советской власти. Потом советская власть воюет с взорвавшимися дашнаками за Кавказье. Часть азербайджанской территории отвоевывает для Азербайджана. Зато на остальной территории остаются факты
страшной этнической чистки, учиненной дошнаками в 18-20 годах. Так, то есть плацдармы базируются на имеющееся меньшинство, которым создают или которому придают борзые вооруженные формирования, и они проводят этническую чистку мусульман. Значит, то же самое легионы, набранные Жаботинским для британской армии. Они вместе с британской армией пересекают Иордан в декабре 17 года. Так. Это начало романа, разные периоды мы их осветили подробно. И конец романа, что созданная британцами же так называемая еврейская бригада палестинская, это лишь маленькая часть всех палестинских евреев, которые действительно воевали в рядах британской армии, да, воевали, а это было создано, не приняло участие в войне, но она уже активно поддерживала сионистский проект. Дальше идет сионистский проект нелегальной иммиграции в Палестину, вопреки воле британских властей, после войны. В Палестину. После войны, в 45-47 находится примерно 250 тысяч евреев в лагерях перемещенных лиц в Центральной Европе, на территории Германии. И объявляется, что все они жаждут прибыть в Палестину, так, они хотят на свободу, они пережили ужасы нацизма, и вот они хотят создавать национальное государство. Так за них решило сионистское руководство. Соответствующая работа велась, значит, в лагерях этих перемещенных лиц. Опять-таки с молчаливого одобрения Советского Союза, безусловно. Вот. Что дало сильнейший тренд этому? Собственно, началась после войны репатриация польских граждан. Ну, те, кто были гражданами Речи Посполитой, советское правительство предоставило им возможность выезжать на территорию, значит, Польши послевоенной, которые отдали белорусскую Белосточину, да, Беломерскую Пушу зубропитомникам отдали. Ну, и вот как только поезд пересекал новую границу в Беловежской пуще, по нему открывали огонь недобитки армии Краевой. То есть знали, что едут евреи массами. Далее, значит, сказали, что право выехать в Польшу имеют довоенные польские граждане польской и еврейской национальности. Тоже это, конечно, крайне... Вы имеете в виду Райс Бури, который... Поляки встречали возвращающихся в Польшу евреев просто огнем. Кельтский погром слышали все. У нас в нашей киностудии белорусской был сильнейший фильм, снят в 1996 году с участием российских актеров «Из ада в ад» о Кельтском погроме. И улицы польского города, значит, такие старожитные снимали вот на этих старых аренах Минска, там, где не имели этого. Собственно, увидев такое дело, евреи из Польши, кроме таких очень идейных польских патриотов-коммунистов, которые там остались, их потом зачищал прозападный либераст Гомулка в 60-е годы. Тогда уже вымели всех. Но основная масса, они поехали дальше в лагеря для перемещенных лиц. Союзники, значит, пасли эти лагеря для перемещенных лиц, а Советский Союз смотрел благосклонно на вот эту возню в отношении Палестины, потому что нижняя строка там была, вышибает британцев. Меня интересуют взаимоотношения иудейского и арабского населения в Палестине. И вот они были чудесными с того момента, как, собственно, значит, вот это восстание, сопровождавшееся терактами кровопролития 1939 года. Британцы его успешно подавили. Началась Вторая мировая война, пришло экономическое процветание. И, в общем-то, намечалось некое будущее. Ну, колониализму будет конец. После Второй мировой войны это все реально люди понимали. Будет неоколонизм, тот или другой, и Палестина будет переформатирована в какую-то структуру, где уже очень значительное меньшинство, еврейское, иудейское, но они не будут там панами. Эта перспектива абсолютно не устраивала сионистов. А Советский Союз не устраивала перспектива, что британцы будут продолжать там держать лапу на вот этом побережье. Да. А кто там поставит лапу, ну, в тот момент не думали даже. Просто выбить британцев. Это было страшный удар по британскому престижу. То есть вот эти вооруженные сионистские, значит, боевые организации, бандформирования, как их называть, они вышибли британскую армию. Британцы просто не были готовы продолжать
терять людей и удары по своему престижу. И они передали комиссии ООН, только что созданной, палестинский вопрос. И получила рекомендацию советская делегация. Значит, выясните точно, что хотят сионисты. Мы поддержим их требования. Мы хотим все государство, все дела. Будем делить. Как делили? Как на свадьбе Малиновки. Это мое, это мое. Значит, таким же методом, как Франция создавала Ливан. То есть посмотрели, где живут марониты, от севера до юга. Очертили территорию в 10 тысяч квадратных километров. Кфар-Джиш на севере Палестины, благодаря боевым ребятам Йосифа Трумпельдора, включить не удалось. Но англичане были рады, у них больше осталось в тот момент. Значит, посмотрели все места еврейских поселений, какие есть, их все включили, обрамили такой территорией, значит, еврейского государства. Ну, в придаче еще Негев до порта Акабы на юге, саму Акабу, населенный пункт, он в Трансиордании, но, значит, чтобы был выход и к Красному морю на юге. Большая часть территории Палестины, 14 тысяч квадратных километров. Дальше 3 изолированных друг от друга участка территории со сплошным арабским населением, пару тысяч евреев там оказывалось. Это будет там создано арабское государство. На территории, выделенной под еврейское государство, чтобы понять, как бы там говорят, Советский Союз имел в виду, вот, чтобы все жили дружно. Сейчас мы увидим, что говорит эта резолюция пресловутая 181, и что все, кто ее поддержали, они хорошо знали, что эта резолюция этнической чистки по принципу побеждает сильнейший. А кроме того, если этот сильнейший поставлен в такие условия, что если он терпит поражение, там его будут просто истреблять, понятно, куда пойдет. Американцы колебались, поддерживать ли идею создания отдельного сионистского государства. По соображениям, как бы, ну, померкованности такой, трамповской такой, да, ну, будем посмотреть, как-то оно очень странно тут. Приняли резолюцию 181, значит, вот живет 500 000 евреев и 500 000 арабов на территории, выделенной под еврейское государство. Как оно будет еврейское? Под наблюдением ООН в ближайшие 2 года обеспечиваем иммиграцию 200 тысяч евреев, перемещенных лиц, и они создают еврейское большинство на территории, выделенной еврейскому государству. Хорошо, они вот эти за счет русских евреев, этих, советских или за счет кого? Нет, перемещенных лиц. Нет, это не были люди со старой советской территории, это были просто те, кто вот большая масса, которые из Сибири с места эвакуации, значит, возвращались назад в Польшу и оттуда бежали дальше. Те, кто вышли из концлагерей, которые находились на территории Европы Центральной, там, в тех или иных местах. Ну, то есть, всякими разными путями. Бывшие польские граждане, которые и в партизанских формированиях в Беларуси, как бы те тоже, опять-таки, был там и большой элемент, те, кто хотели подделать дальше иудейскую религиозную жизнь, было понятно. Ну, Советский Союз не для этого, страна не для этого, и они уходили куда-то туда, на запад, к иудейским общинам. Сионисты все это опановали, сказали, это будут наши для создания государства в Палестине. Мы будем ими пробивать нашу идею, как мясо, вот эти перемещенные лица. Так? Теперь, интереснейший момент. Что значит игры на, собственно, на мясе, да? Людей рассматривают как мясо. Значит, были британские квоты в Палестину по законам, значит, британцев, которые там оставались законной властью до конца 47 года, да, формально до 15 мая 48, практически до середины 47 года. Значит, 70 тысяч сертификатов, как они назывались, на иммиграцию в Палестину не было использовано, потому что шла война в Европе. 70 тысяч были не использованы, это лежало полностью, можно было законно оформить въезд в Палестину через британские власти. Что сделали сионисты? Они посылали незаконным путем, нанимали какие-то там корабли, посудины дикие, посылали к берегам Палестины. Ну, незаконная иммиграция. Британцы, значит, отбуксировали кого-то на Кипр, кого-то туда, кого-то туда. Это назвали словом гапала. Гапала — преодоление, значит, вершины.
чисто политическая акция, задача которой показать: бедные евреи, пережившие такие страшные события, хотят обойти свой дом, англичане их не пускают. И когда британцы брали на абордаж, значит, вот эти корабли, так, им оказывали там сопротивление. В них кидали параши, в них кидали консервные банки, они, понятно, избивали, там были, значит, ранены, все это. Я служил в армии с человеком, венгерский еврей, который родился где-то в районе, значит, ну, ему так было, в конце 40-х годов. Его родители, венгерские евреи, пережившие, значит, уцелевшие, в Будапеште много уцелело, потому что нацисты начали истреблять с периферии венгерской, откуда легче было спрятаться, убежать, да. Значит, они познакомились уже в Палестине и прибыли на этих самых кораблях. Я подробно с ним говорил про эти вещи. Значит, оказывали сопротивление британцам. Вот меня этот вопрос всегда интересовал. Они прибыли вот этими самыми нелегальными. Где-то там удавалось, значит, пристать к берегу, где-то нет. Вот, значит, кто-то из его родителей, я уже не помню сейчас, потому что я эти вещи вспоминаю начал вспоминать спустя десятки лет, да. Значит, 40 лет назад, вот я слышал. Был на корабле, где оказались сопротивление, значит, британцев. Я ему говорю, вообще подумай, о чем люди думали, что британцы... Я говорил с моими родителями об этом. Я им задавал этот вопрос. Как вы бросаете вооруженных британских солдат, и это не простые там это бойцы, файтеры, что называется, да, кидаете в них параши и консервные банки, что боевой солдат будет вот терпеть, чтобы в него кидали это. Он говорит, думали очень просто. Это британские солдаты. Они будут бить, они забьют в кровь, они кого-то искалечат, но они предсказуемы. Они знают, что мы евреи, пережившие гитлеровское истребление, и они сами воевали с Гитлером, они по нам, огонь очередями они не откроют по нам, они предсказуемы. Инструкторы, которые людей, значит, организовывали эмиграцию с этих лагерей перемещенных лиц, но это всегда не весело в лагере для перемещенных лиц. Смотрели, куда подадутся, кто что где. Кому-то удалось эмигрировать в Соединенные Штаты, там, в Южную Африку, даже в Латинскую Америку, как бы, да. Но это... А тут говорят, давайте еще, там будет отлично, ваш дом там в Палестине, вас ждет Родина. Вас ждет Родина. Вот. Они были непредсказуемы. Нам сказали кидать параши, консервные банки, мы кидали. Эти были непредсказуемы. Они там пановали на этом корабле. Ими была нанята команда, значит, обычно итальянских, французских контрабандистов, морских всяких таких волков, и вот эти инструкторы. Так, и говорит, и никто не хотел разделить судьбу Патрии. Я говорю, вы слыхали про Патрию? Все слыхали про Патрию. Что такое Патрия? Патрия это был корабль с нелегальными иммигрантами, которые сионисты пригнали в 1941 году и схитрились пригнать к берегам Хайфа. И шла уже Вторая мировая война, и британцы четко, так сказать, сказали, будет соблюдаться правопорядок. Они сказали, мы всех переведем на Мадагаскар, подальше от войны, никто евреев не тонет, живите своей жизнью, не нужны сейчас вот эти демонстрации. Гагана решила, что они взрывают корабль в Хайфском порту. Корабль был дряхлый, они нанимали самое дешевое судно с самыми дешевыми бандитами в качестве морской команды. Так, взрыв, и больше 200 человек пошли ко дну. В считанные минуты. Никто не успел ёкнуть. Те, кто были на этом, прямо в порту. А смысл зачем? Смысл как? Так ведется политическая борьба. Так ведется политическая борьба. А как сейчас пляшут хамасовцы на костях, показывают там это самое, жертв бомбардировок и все, кто вас просил, ходите резать 1500 человек на территории Израиля. Неясно, какой последует ответ. Ответ тоже дикий и несоразмерный. Но это вот такая кровавая заверуха. Вот это реальная политика. Немножко, так сказать, взглянем, когда говорят политика грязное дело, это имеется в виду не то, что Трамп сказал одно, подумал другое, позвонил, сказал третье. Это имеется в виду, что это пляски на костях людей. Вот. Говорит, про Патрию слыхали все. Мы не хотели, чтобы было как в Патрии. Вот такая, значит, гапала. Так что предлагают в ООН?
значит, 2 года мы привезем 200 тысяч евреев, чтобы они стали большинством на выделенной территории. А арабы будут смотреть, как они становятся меньшинством. Но если они хорошие, дисциплинированные, если они слушаются Организации Объединенных Наций. Ну, смотрите, была только что Лига наций. Она хорошо вмешалась. Хорошо Эфиопии помогла, да? Когда итальянцы там, значит, давили газом и бомбили их так. Ну, понятно, что говорят так, мы принимаем резолюцию, вот создадите государство, значит, еврейское. Арабы не захотели создавать свое арабское государство. Ну, не захотели, кто не захотели. А кто должен был быть арабским, значит, вот этим, кто его будет создавать? Где? Вы ходили, у вас были, вы какие-то местные власти арабские на это дело, организовывали там что-то, кто-то из ООН ходил. Нет, проехала комиссия ООН, переписала все еврейское население мозаикой вот так вот с севера на юг. Там же живет 500 000 арабов, черт с ними. И формально 200 тысяч привезем, все будут спокойно смотреть. Под контролем ООН. Не были назначены никакие международные какие-то факторы, которые будут наблюдать за выполнением этой резолюции. Американцы колебались. Громыко получил инструкцию, если они хотят государства, поддерживать создание государства, все дела. Предстояла этническая чистка. Пистолет-пулеметы Стен, самые примитивные, были заготовлены в большом количестве. Нужно вооружение для войска, Советский Союз поставил вооружение для войска. Теперь начались, естественно, боестолкновения вооруженных формирований еврейских, арабских во всей территории Палестины. Себя не очень зарекомендовали эти палестинские формирования, Советский Союз еще не мог помогать официально. И американцы, поддержав... Советский Союз Израилю поставлял оружие? Да. 15 мая открыто, до 15 мая окольными путями. Смысл помогать палестинцам, Советскому Союзу? А Советский Союз в тот момент был на тех, кто вышибает британцев. Это первое дело. Это первое дело. Я же говорю, роман очень бурный и вычеркнут из исторической памяти. Поэтому важно смотреть, как оно начиналось. Так? Значит, американцы поддержали резолюцию 181. Это тоже надо рассказать. Очень интересно, как оно происходило, почему они поддержали. И они от своей этой поддержки начали отходить, сами американцы, да, весной 48 года. А Советский Союз и высшее сионистское руководство сказали ни хрена. Поэтому были разногласия в сионистском руководстве. Собственно говоря, всю картину, что будет поставлено громадное количество вооружения сразу с провозглашением независимости, знали наверняка 2 человека. Может кто-то еще. Это Хайм Вайцман, глава всемирного сионизма, и Бен-Гурион, глава сионистов в Палестине. Были страшные возражения в сионистском руководстве, сильнейшие. И, собственно, даже, значит, в этом каком-то временном, значит, органе, которое стало временным правительством, Бен-Гурион не имел вообще большинства на провозглашение государства. А Бегин туда уже был? Бегин был в оппозиции Бен-Гуриону. Бегин сделал затравку в 1944 году. И дальше на всю катушку. Дальше организация, которую возглавлял Бегин, она ликвидировала анклав Яфо. Значит, мы сказали, что 3 анклава арабских больших должны создавать арабское государство. Кроме того, Иерусалим предполагалось под международным контролем, а там жило 120 тысяч евреев. Естественно, среди них вооруженные формирования сионистов, которые не намеревались на это смотреть. И город Яфа, населенный чисто арабами, с портом, рядом с еврейским Тель-Авивом, должен был быть анклавом. То есть эта резолюция была бредовая. Те, кто утверждали эту резолюцию, они голосовали за, собственно, это был стартовый пистолет. Ребята, в бой. Советский Союз не только вышиб англичан. Во-первых, было много так называемых социалистических движений. Они не были классово близкими Советскому Союзу. Это были разные мировоззрения, я осветил в предыдущих рассказах. Но, тем не менее, фразеология и все-таки победа Советского Союза, портреты Ленина и Сталина в израильских кибуцах, оно создавало некую идеологическую близость. Кроме того, Советский Союз получил заверение, что все учреждения православной церкви на территории будущего сионистского государства, они будут под советской юрисдикцией. И так в Палестине образовалась русско-православная церковь. Красная и белая церковь. Ну, московский патриархат, он был, соответственно, просоветский. Иммигрантская православная церковь, она была антисоветской.
те годы злобно антисоветской, да, белогвардейской, еще это, все, так сказать, свежо, да, революция свежа. И вот Советский Союз получает под свое, как бы, влияние, да, юрисдикцию, можно сказать, все учреждения Русской Православной Церкви на территории государства, которое, значит, так называемое еврейское государство. Это тоже был все-таки какой-никакой, а бенефит. Так? В обмен вооружения. Сколько надо, столько вооружения. Американцы не очень доверяли, что евреи смогут отбиться от арабского мира. Советское руководство поняло лучше. Боевых ребят найдется, вооружением завалим. А такое обещание могли получить, чтобы помалкивать минимальное количество людей. Минимальное число это 2. Вайсман и Бен-Гурион. Они провозглашают 15 мая, на следующий день начинают садиться самолеты, а корабли вышли, очевидно, из Одесского порта еще до этого. Вот, такой бурный роман. Роман на всю катушку. В Минске среди евреев, которые с восторгом все эти вещи вообще не были неизвестны. Ну ладно, еврейское государство, Израиль. Значит, лекция прочитана в декабре 1948 года в Доме политпросвещения в Москве, где говорится, что временное буржуазное правительство Израиля, предавая интересы трудящихся, идет на соглашение и готово прекратить освободительную войну. А значит, боевые трудящиеся, в частности организации, самые отпетые бандитские эцелилехи, они требуют идти до Иордана и выкинуть, значит, продажный вот этот британский, иорданский легион арабский. Он был, да, вооружен британцами, там британские офицеры были наряду с арабскими. Выгнать их и освободить всю территорию Палестины. То есть до такой степени была оголтела эта поддержка. И тут же уже роман, понятно, что идет к концу. Почему? Потому что сионисты, собственно говоря, базу свою имели в западном мире, вообще не в Советском Союзе никак. Собственно, это были враждебно советские делали, это движение националистическое. Так? И у американцев есть бабло, предлагать кредиты. Значит, понятно, что победа в палестинской войне будет полная, разгромная для арабов. Этническая чистка уже идет полным ходом. Было даже письмо интеллектуалов еврейского происхождения, которое подписал, в частности, Альберт Эйнштейн, которое летом 1948 года было опубликовано. В ходе самих событий они сказали, что после того, что мы видели в Европе, но нельзя смотреть на то, что как под крышей, так сказать, Объединенных Наций происходит реальная этническая чистка. Сотни тысяч людей сгоняются путем кровавого насилия своих домов. Так. Оно уже все шло. Так будет победа. Будет победа. Надо жить после победы. Советский Союз бабла не предложит. Предложат там какие-то. Ну это нереально. Да? Все. С американцами уже было договорено, что будут даны помощь денежные. Американцы не спешили становиться совсем, значит, на эту лошадку. Американцы всегда смотрят, какая лошадка. Вот они голосуют с Советским Союзом вместе в 1947 году, чтобы выкидывать британцев. Вот они видят осенью 1948 года, что-то лошадка спотыкается. Так. Потом видят, лошадка вооружилась как надо и на всю катушку, появляют уже интерес. То есть игры как бы там, да, вот с этим. То же самое мы наблюдаем в Армении. Франция замутила. Российская империя мутит с другой стороны турецкой границы. Потом армяне идут в российскую армию захватывать турецкую Анатолию, потому что там живут армяне, ее надо захватить. Дальше дошнаки обслуживают установление советской власти. Дальше советской власти приходится воевать с дошнаками уже на советской территории. Так, и последний как бы период мы видим, да, значит, Россия поддерживает оккупацию Карабаха. Азербайджан освобождает Карабах, Россия, в общем-то, как-то уже устаревавшись в геополитике, так сказать, осознав роль великой державы, перестает поддерживать эту оккупацию, собственно говоря, восстановление справедливости. Франция опять сует туда лапы. Поднимается прозападный Пашинян, он идет в сторону Франции, идет туда-сюда. Сейчас видят, в общем-то, толку все равно нету, надо дружить в России в своих законных границах. Сейчас они опять вроде начинают кивать. То есть видим вот такую игру, значит, мировых держав на вот этих территориях, в которых посеян был вот такой сбор, собственно, между мусульманами и меньшинствами, которые ни шатка, ни валка для средневековья свойственно один характер отношений,
для более нормального уже другие совершенно условия сосуществования. В мусульманском мире вообще иудеи, христиане, в принципе, как бы признаются легитимными конфессиями, имеющими все права личности и права исповедания своей религии. Так, в отличие от средневековой Европы со всем, что там свойственно. Вот. И так замутили вот эти дела. Идет игра вот этих держав. Значит, палестинская война идет на всю катушку. Советским Союзом поставлено трофейное немецкое оружие в громадных количествах, прошедшей войны, но необходимое для победы. Значит, идет сейчас. Сионистское руководство думает, шаг вперед, начинает разворачиваться в сторону уже Запада, откуда должно пойти бабло на дальнейшие дела. Во всем арабском мире, понятно, обурение тем, что происходит в Палестине, отлично подрывается существование еврейских общин, а где нет, путем провокаций тех или иных. И, собственно, сионистский проект получает необычайное ускорение. Дальше мы осветим вопрос этнической чистки и беженцев.